Региональный комитет экологии за прошедший год провел масштабную работу. В план было включено 84 региональных и 3 федеральных мероприятия. Все были выполнены в установленные сроки. Об этом на коллегии заявил председатель комитета Магомед Бабхоев. Кроме того, внепланово провели еще 500 мероприятий, что позволило привлечь к проблемам экологии большое количество людей. Ингушетия – одно из редких мест на планете, где сохранилась первозданная чистая природа и удивительное разнообразие флоры и фауны. Экологический год в регионе запомнился открытыми уроками и лекциями, которые прошли во всех школах республики. Подрастающему поколению рассказали, как важно бережно относиться к природе и не загрязнять окружающую среду. Ребята сами приняли участие в мероприятиях, постановках и стихах, выразили свою любовь к природе буквально, преобразившись в растения. Первый в 2017 году массовый субботник прошел в Назране. Участники основательно прочистили набережную, провели санитарную уборку территории вокруг пруда и ближайших улиц. Череда масштабных акций продолжилась по всей республике. Ингушетия в этом году стала лидером по числу проводимых экологических субботников «Зеленая Россия» и «Зеленая весна». В 13 населенных пунктах активисты очистили берега водных объектов. В Назране уборку провели вокруг территории реки Назранка и Алханчурского канала, в Карабулаке реки Сунжа и городского пруда. В акции приняли участие люди разных профессий. Словом, все те, кому не безразлична окружающая среда. Нам обозначили территорию. Вот мы здесь убираем, вот уже собрали 3 мешка мусора. Вот, но на этом не останавливаемся, так что это очень такое вот хорошее дело. В рамках Года экологии в Ингушетии появились новые скверы и парки в разных населенных пунктах. Также сотни жителей приняли активное участие в акции «Сады поколений». Так, в рамках проекта «Посадить дерево» высажено свыше 25 тысяч деревьев. Акцент сделали на новые школы, чтобы учащиеся росли вместе с этими саженцами и ухаживали за ними. Я вот сажаю дерево, чтобы в нашей школе было очень красиво. Еще одно масштабное мероприятие, прошедшее в 2017-м, всероссийская акция «Вода России», благодаря которой расчищены берега 20 рек Ингушетии. В ходе проведения акции собрали 25 тонн мусора и строительных отходов. В ней приняли участие около 107 тысяч человек. Нашему региону действительно за прошлый год удалось на порядок улучшить экологическую ситуацию. Эту тему затронули на круглом столе, который прошел в рамках форума СМИ СКФО. Участники встречи рассказали о ситуации, в частности, с водными ресурсами. Говорилось об исчезновении водного потока в русле реки Сунжа на границе Ингушетии и Северной Осетии. Комитету также удалось создать первую особо охраняемую природную территорию регионального значения в Джайрасском районе – Хаурхаст. Ингушетия за каждую свою акцию отвечает именно так, как это было. В рамках «Вода России» провели, сделали. Комитету с помощью министерств и ведомств удалось ликвидировать 20 несанкционированных свалок. Кроме того, по данным Министерства природы России, республика официально признана субъектом страны, оказывающим наименьший экологический вред окружающей среде. Самое главное достижение, мы считаем, что удалось достучаться до большого количества жителей нашей республики. Очень многие жители поняли, начали понимать важность охраны окружающей среды, важность экологии. С каждым годом откликается людей на наши призывы все больше и больше. Надо сказать, все выступающие отмечали слаженность коллектива Комитета экологии и то, что есть тенденции к тому, проглядывается, что работоспособность этого коллектива даст свои результаты. Работа по нормализации экологического состояния комитетом еще будет продолжена. Такое решение было принято по окончанию коллегии. В этом году, несмотря на то, что у нас год экологии завершился, у нас была идея даже продлить этот год, повторить. Но учитывая то, что у нас год волонтера тоже насыщенный, мы разработали отдельный план по просвещению, пропаганде бережного отношения к окружающей среде, который будет реализован в дополнение к запланированной работе. Но необходимо помнить, что вопросы экологии – это не проблема одного комитета, а всего общества. Нужно не только бороться с загрязнениями, но и кардинально менять сознание людей, пропагандировать среди населения бережное отношение к природе. Лейла Гайсанова, Сурхо Кусиев, Новости 24.